Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кому вы не даете покоя? Кто это человек, либо люди? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, ну тут прям толпа, смотрите сами, толпа, куча людей. Какая вы интересная. У вас улыбка очень красивая. Улыбка, смех. Знаете, вот такой прям девичий смех. Такой звонкий, такой прям миловидный, приятный. Знаете, как этот колокольчик какой-то звенит. А улыбка просто сногсшибательная. Вам так идет улыбаться, мои девочки. Ну, поводов, да, не так много, чтобы улыбаться. Очень красивая улыбка. Вы когда улыбаетесь и смеетесь, вами небеса и ангелы любуются. Вот правду говорю. Очень красивая улыбка. Позитивчика вам в жизнь нужно побольше, чтобы и смеялись и улыбались. Так, кому вы не даете покоя? Мужчине не даете покоя. Здесь вот мужчину показывают такого интересного, но он, не знаю, то ли он не свободен, то ли он очень семейный человек в плане там семья, родители, да, родители, братья и сестры. А у кого-то это его семья, там жена, скорее всего, дети есть. Вот не даете вы покоя. Вы украли его сердечко, вы его богиня, вы его ангел, он постоянно на вас залипает. Но мужчина, надо отдать должное, все-таки порядочный. Он не идет к вам, он не открывает свои чувства, потому что в сегодняшнем моменте, вот в сегодняшнем дне, да, ему нечего вам предложить. И этот мужчина никогда не станет вас оскорблять, либо унижать, уговаривая вас быть любовницей. Нет, он на это никогда не пойдет. Он очень вас высоко ценит. Еще раз говорю, он любит вас, любит по-настоящему. Этот мужчина даже какую-то неприятность от вас отвел. Не могу сказать как, но опять же вы все разные. Но вот он где-то за вас то ли словечко замолвил, то ли заступился, то ли даже что-то вот на себя взял, оттянул. Вот от какой-то беды, от какой-то неприятности он вас защитил. Ну, такой вот, да, страж невидимый за спиной стоит и вас защищает. Этот мужчина надеется на перемены. Он в голове их содержит. Возможно, эти перемены связаны с тем, что он сепарируется с семьей, либо с тем, что он там, разведется, да, возьмет, подаст документы на развод. И вот когда он избавится от своих проблем, вот тогда, девочки, он себя обнаружит. И обнаружит очень ярко, очень красиво. Хороший, он достойный человек. Но просто сейчас, видите, вот такая ситуация случилась. Обижать он вас не будет. Для него это, прям какая-то ужасная, да, не ужасная, а невозможная ситуация, что он вас обидит. Он сам себе этого никогда не простит. Вот, любит вас, я так понимаю, уже давненько, наблюдает за вами, восхищается вами. Ну и где может, там и помогает. Может, это даже не первая ситуация, где он вас мог закрыть собой. Да, но он просто об этом не говорит и просит, чтобы и люди другие, да, кто вот знает, не распространялись. Не хочет он, да, вот, чтобы вы обиделись на то, что несвободный человек, либо глубоко вот в семью погруженный человек, потому что у него там родители проблемные, да, потому что он знает, что они там не совсем адекватные люди. И что они не станут вас принимать. Может, они вообще никого не принимают, да? Они сына себе родили для того, чтобы он их на себе тащил, да? Вот такая маленькая служка была. Может быть. А может быть, еще что-то, да? Там, разное бывает.
Вот, но не даете вы покоя. Он постоянно старается быть в курсе всех ваших дел. Тут такая любовь, знаете, оберегающая, да, чтобы вас вот защитить, уберечь. Еще я вижу, что он какого-то мужика от вас отвадил. Но там, знаете, больше как идет, что он ему денег дал, чтобы этот мужик к вам не приставал, либо вас не обижал, не задевал, не задирал. Он дал ему денег, что это вот материально мне идет деньги. И сказал, что я буду следить, да, и если ты опять себе что-то лишнее позволишь, может, он вашего бывшего какого-то самого негодного отвадил, то я тебя сломаю, и потом никто не соберет. Да, вот еще у кого-то такой момент показан. Дальше. Вы не даете покоя тем, кто вам завидует. Это ваши враги, это ваши недоброжелатели. К сожалению, их много. Это не какой-то один конкретный человек, тут их много. Завидуют вам повсеместно. Завидуют вам и в семье, и на работе, и на службе, и в дружбе. И где бы вы ни пошли, где бы вы ни оказались, даже совершенно незнакомый человек может вам позавидовать. Вот говорю, красивая улыбка, вы яркая девушка, вы такая, знаете, один раз увидел, не забудешь, да? Производите очень приятное впечатление. И понятно, что это вызывает зависть. Красивая фигура, статная, такая вот активная, деловая, независимая. Ну, завидуют вам, да, вам завидуют. Есть у вас женщина-враг. Эта женщина, она с кем-то дружит, ну, либо в родственной связи состоит. Вот они вдвоем постоянно вам кости перемывают. Мало того, у кого-то из вас отыграется, что ваша женщина-враг, она, ну, она, конечно, не ваша, да, но женщина-враг, она даже какие-то пыталась проводить обряды, ритуалы, либо даже через кого-то заказывала. Но это все было как-то очень неудачно, либо, слава богу, что было неудачно, да, на вас это не легло. И ей это не дает покоя. Она такая, ну я же старалась, я же жертвы делала, я же деньги платила, да как так, да почему не сработало, да. Вот у нее такие прям претензии есть. И как бы, да, она ищет способ, как вам навредить, как вас, извините, стереть, да, чтобы вас вообще не было ни во времени, ни в пространстве. Что не так? Ну, не так то, что женщина злобная, и этой женщине вы перешли дорогу. Ну, по крайней мере, она так считает. Может быть, ничего такого и не было. Может, она так сильно обзавидовала, что решила вас назначить своим персональным врагом. Ну, может быть, действительно, где-то вы там любимого не поделили, либо, может, на работе где-то там, да, вот как-то пересеклись. Ну, что есть, то есть. Да, не даете покоя. Вы про эту женщину вообще не думаете. Даже если какой-то конфликт и был между вами, то вы уже давно про это забыли. А вот она вас думает постоянно, постоянно из-за вас переживает, волнуется, ну, в понятном негативном ключе. И вот прям ищет способ, как вам навредить. И очень убивается о том, что вот деньги платила, время тратила, жертвы приносила, а негатив на вас не лег. Да? Вот такой момент. Завидуют вам еще мужчины, я вижу. Среди вот этой толпы я вижу мужчин. Мужчины больше завидуют вашим умственным способностям, аналитическим способностям, карьерным моментам, тем, что вы, ну, любого мужика за пояс заткнете. Любого. Даже вот вы водите автомобиль, вам кажется, что не очень, а на самом деле просто идеально. И вот мужики, которые вас там видят на дороге, как вы умеете там это что, маневрировать, припарковать автомобиль, вот прям завидуют, думают, ну, как так, да, как так? И еще, мои хорошие, кто замужем, вот именно у вас муж есть, вам муж ваш завидует, и завидуют, и восхищаются. Здесь какое-то комбо. Ему не дает покоя, что вы прекрасно без него можете решить любой вопрос. Что для вас не проблема что-то сделать, решить, я не знаю, там гвоздь забить, еще что-то сделать. Да? И он такой, блин, как так? Ну почему так? Она должна ко мне обращаться. Да? Я ведь мужчина. С чего она такая дерзкая, да? Почему она такая независимая? Вот он, как вы, не может. Да? Он не пойдет и там, не знаю, борщ не сварит. Либо, ну, по каждому любому вопросу он вас дергает. Да? Где носки, где майка, где там трусишки.
Вот, а вы его не дергаете, вы сама можете, вы ему постоянно демонстрируете, что, знаешь, ты тут как как предмет мебели на самом-то деле, да, я и сама все могу. И еще его всегда поражает ваше умение решать проблемы, либо выходить из каких-то очень сложных, тупиковых событий, да, моментов, проблем. И он такой: как? Ну как? Откуда у него такие знания? Вот понять не может. Хотел бы, как вы, но не судьба. Да? Вами нужно было всего лишь родиться. Стать вами невозможно. Но он по-доброму к вам относится. Он все-таки больше вами восхищается, чем завидует. И гордится, конечно, что вы его жена. Может быть, он вам про это не говорит, но тем не менее он это ощущает. Дальше. Здесь показывают мужчину и женщину. Эти люди были в вашей жизни. Я вижу, что от этих людей была боль. Может быть, это бывший парень и его, не знаю, пассия, да? А может быть, это бывший и его, например, неадекватная маман. Эти люди, вы им не даете покоя, потому что они не могут смириться с тем, что вы так сильно выросли, не в прямом смысле, в переносном, да? Вы смогли изменить свою жизнь, вы смогли двигаться вперед, похорошели. Кто-то из вас прям такую шикарную карьеру сделал, а кто-то бизнес свой завел, освоил, кто-то квартиру купил, кто-то машину купил, да. И они такие: как она это делает, да? Да, что такое? По прогнозам они прям видели ваше будущее и считали, что вы где-то там сопьетесь, либо где-то вот с бомжами под забором будете сидеть, либо на теплотрассе. Почему-то они считали, что вы как-то плохо закончите, да? А тут, вопреки прогнозу, вы, наоборот, такая успешная, классная, красивая, цветете и пахнете. И им это не дает покоя. Они пытаются понять, в чем секрет. В чем секрет? Что вы такое делаете? Да? Откуда деньги? Откуда возможности? Вот. Все там придумывают какие-то сплетни, гадости. С друг другом постоянно о вас общаются. У них, как я так понимаю, нет особо общих тем. Либо нет точек соприкосновения. Живут как соседи, да? Вот. И когда за вас речь заходит, а вспоминают они вас часто, вот они тогда садятся вместе и давай там гадать, предполагать, от чего вы такая успешная и почему вы плохо не закончили. Но вы знаете, кто эти люди, знаете. Они сейчас очень как-то, знаете, бедно, что ли, живут, либо очень экономно. Да? Экономно, очень много проблем и долгов у них, очень много. Дальше вы не даете покоя то ли соседи ваши, то ли коллеги. Вот как-то рядом с вами эти люди находятся. Вы можете и общаться, можете и не общаться. Но вот не даете вы им покоя тем, что вы что-то говорите, а оно всегда сбывается, оно всегда случается. И они пытаются сами себе объяснить, да, откуда ваше знание. Может быть, вы там на короткой ноге с какими-то шпионами, либо с разведчиками, либо вы, может, действительно обладаете какой-то сверхспособностью видеть в будущее. Да, вот постоянно какие-то диалоги идут. Я не могу сказать, что это сплетни, и не могу сказать, что они к вам равнодушны. Они постоянно о вас говорят, постоянно. Вот вы им интересны, да, вот правильное слово, вы им очень интересны. И ваш феномен они пытаются себе объяснить, либо друг другу объяснить, да, почему так происходит. Откуда вы знаете, откуда информация. Кто-то говорит, что вы действительно там жена разведчика, а кто-то говорит, что вы видите будущее, что вы предсказываете, предчувствуете, да, вот даже какие-то небольшие споры происходят. Да, вас уважают, никто сверху на вас не смотрит, наоборот, уважение, опасаются вас чем-то задеть, обидеть, только лишь, не знаю, там безумцы могут пойти на то, чтобы вас вот чем-то зацепить и обидеть. Такие, знаете, вот прям
с головой, которые не дружат. А большая часть людей, наоборот, вот, уважают, ценят и к вам прислушиваются. Очень, кстати, многие люди за последнее время действительно взяли курс на вас и очень внимательны, когда вы делитесь своим мнением, когда вы даете советы. Люди действительно стараются делать вот именно так, как вы сказали. Ну, потому что у вас действительно очень крутая аналитика, кто-то из вас действительно видит будущее, ну, по крайней мере, чувствует 100%, и вы умеете собирать пазлы в голове, да, именно пазлы, информационные пазлы. И вы никогда не ошибаетесь, да, поэтому люди к вам и тянутся. Дальше какой-то молодой мужчина, ну прям очень молодой, как энергетика подростка идет, подросток, ну может и не подросток, да, ну вот прям относительно вас, прям молодой. Вы для него объект желания. Вот, что хотите, то и делайте с этой информацией. Но вы сами знаете, кто этот мальчишка, потому что он на вас так смотрит, что готов вас просто вот проглотить, да. И да, вам не показалось, он действительно так на вас смотрит. Вы не даете ему покоя, вы для него такая манкая, вы сводите его с ума. Возможно, вы для него как первая желанная женщина, либо вообще первая любовь в его жизни, но больше здесь про страсть показано. Он очень сильно перевозбуждается, когда вас видит, либо когда вы рядом. Возможно, этот мальчишка, он по соседству живет, а возможно, где-то вы пересекаетесь, но он смотрит на вас как кот на сметану, это 100%. И да, вам не кажется, так оно и есть. Не даете вы ему покоя. Может быть, перерастет, а может быть, наоборот, да, укрепится это чувство. И кто его знает, да, что там будет лет через 5. Потому что его почему-то показали с правой стороны. А правая сторона — это ваша сторона. Понимаете, девочки? Так что все возможно. Все возможно, все реально. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.